Здравствуйте! Вы смотрите вечернюю информационную программу. Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. Сегодня в выпуске. Лучший педагог. В Сухуме пройдет Российский межрегиональный форум «Учитель года». Рукописи не горят. Увидели свет мемуары жителя Старых Гагр Петра Ивановича Борисова. Разгар сезона. Наши корреспонденты побывали в наиболее востребованных туристами местах отдыха. Делегация Абхазии во главе с министром иностранных дел Дауром Кове находится с рабочим визитом в республике Никарагуа, сообщает пресс-служба МИД. 17-18 июля Даур Кове провел встречи с главами городов Гранада и Леон. Представители муниципальных властей рассказали об экономическом потенциале городов. Состоялся обмен мнениями по ряду вопросов культурного и экономического характера. Стороны обсудили перспективы установления побратимских отношения между городами Абхазии и Никарагуа. По факту, имевшая место 17 июля в городе Сухум перестрелка, в результате которой убиты двое граждан, 18 июля прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело. Как сообщает пресс-служба МВД, 17 июля примерно в 20 часов в городе Сухум Гудалия Руслан Инварбеевич, Гудалия Игорь Инварбеевич, Авиц Багари Хюдарович и Зухба Аслан Игоревич, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, которые незаконно перевозили группой лиц по предварительному сговору на автомобиле марки Nissan под управлением Аслана Зухба в сопровождении 3 лиц, следовавших на 2 автомобилях, прибыли к пивному бару на пересечении улиц Лакоба и 30 сентября на встречу с Дзыба Бесланом Леонидовичем. В ходе встречи между Бесланом Дзыба, Русланом Гудалия, Гарри Авицба и Асланом Зухба произошла ссора, переросшая в драку, после чего Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и причинил огнестрельное ранение Аслану Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести общеопасным способом, произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, в результате чего совершил убийство Беслана Дзыба. В отношении Руслана Гудалия, Гарри Авицба, Аслана Зухба и Игоря Гудалия возбуждено уголовное дело. Последний задержан 18 июля текущего года. Также взят под охрану находящийся на лечении в Центральной республиканской больнице Зухба Аслан. Оперативно-розыскное мероприятие по установлению местонахождения и задержанию Гарри Авицба продолжаются. Сухумский городской суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении срока содержания под стражей обвиняемого Батала Пилия, сообщается на сайте Верховного суда. Органами предварительного расследования Батал Пилия обвиняется в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Согласно постановлению Сухумского городского суда, срок содержания под стражей обвиняемого Батала Пилия продлен на 4 месяца до 19 ноября 2021 года. Министр просвещения и языковой политики Инал Габля принял делегацию из России, возглавляемую заслуженным учителем Российской Федерации Владимиром Головнер. А в рамках встречи обсуждалась возможность приглашения победителей и лауреатов конкурса «Учитель года» и проведения осенью в Абхазии межрегиональной школы «Учитель года» с целью повышения квалификации учителей Абхазии.
Планировали, да, наше мероприятие совместное в июле, но ввиду ряда причин не смогли провести межрегиональную школу «Учитель года», и поэтому надеемся, что в ближайшее время с вашей помощью мы этот проект запустим. Тем более он прошел совсем недавно, да, в Тамбове наши коллеги присутствовали, и я слышу только позитивные отзывы. Поэтому спасибо вам за ваш визит. Мы всегда рады вам. Наши двери Министерства просвещения и языковой политики всегда открыты. Все участники этой программы приводят с собой свои методические разработки, свои авторские идеи и организуют вот такие как бы мастерские, в которых обучают педагогов принимающего региона своим методикам, своим авторским идеям, своим наработкам. В общем, получается такая многопрофильная и очень насыщенная программа обмена профессиональным опытом. Для нас будет большой честью провести ее, конечно, на территории Республики Абхазия. Так что спасибо вам большое за приглашение. «Мои воспоминания о Гагарах» – так называется увидевшее свет издание рукописи интереснейших мемуаров жителя Старых Гагар Петра Ивановича Борисова. В мемуарах рассказывается о строительстве по инициативе принца Александра Ольденбургского знаменитой климатической станции в Гагаре. Хронологический срез мемуаров охватывает период от начала строительства фешенебельного курорта с 1900 году до 1920-х годов. В качестве приложения к мемуарам Петра Борисова в данном издании публикуется также путеводитель Гагары, климатическая станция на Черноморском побережье, изданный в 1905 году в Санкт-Петербурге в типографии Суворина, и очерк Гагары из 8-го издания известного путеводителя Григория Москвича, опубликованного в 1903 году в Одессе. Тираж издания – 1000 экземпляров. Давно вдова профессора Налапа, Мира Константиновна Налапа, известный абхазский историк, передала мне очень ценную рукопись, которая была составлена жителем города Гагры Петром Борисовым, где он рассказывает о строительстве курорта Гагра, который начался в 1900-х годах. Интересная судьба этой рукописи, поскольку она была написана мемуаристом по просьбе Шалвы Налапа. И мы передали мемуар уже после смерти этого автора в 1987 году, передали ему в Гагре. И он сдал ее в архив Абхазского института, где они, конечно же, к сожалению, пропали во время этого страшного пожара, устроенного грузинскими гвардейцами. Но не все рукописи горят, к счастью, и копия сохранилась в архиве домашнем, семейном архиве профессора Налапа. И вдова его передала мне с целью издания. И, к счастью, помог издать этот ценный материал, ценное исследование такого мемуарного характера фонд Амшра, который возглавляет наш соотечественник Беслан Агарба. Книга вышла под грифом Абхазского института гуманитарных исследований. Обложка была создана известным абхазским художником Архипом Лабахова. Такая очень оригинальная. И хороший редактор был у нас, Асида Гицба, очень опытный редактор. Я очень надеюсь, что эта книга будет достаточно интересом нашим читателям. Там очень много, на самом деле, интересных сведений, которых многие не знают уже, давно уже позабыто уже. И для гагарцев очень важно, чтобы память о старой Гагре сохранилась. В Абхазии разгар туристического сезона. Излюбленные места в Сухуми, куда первым делом направляются туристы, ботанический сад и обезьяне-питомник. Насколько они востребованы в этом году, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Сарии Кварцхелия. Сухумский ботанический сад – гордость республики и бесценное украшение столицы. 30 гектаров живописного ландшафта, где нашли дом более 4000 растений со всего мира, не оставляют равнодушными посетителей. Зачастую гости столицы в жару предпочитают прогуливаться не по городу, а по тенистому парку, любуясь старинными деревьями, бамбуковой рощей, разнообразными цветами и заросшими прудами с кувшинками и лягушками. На самом деле очень много разных растений здесь увидели. Честно говоря, некоторые названия даже трудно выговаривать с непривычки. Но мы сами с Ростова, мы сейчас пытались вспомнить, что у нас есть в ботаническом саду. И мне показалось, что здесь на какой-то такой небольшой относительно территории сконцентрированы такие разные интересные растения из Северной Африки, из Кореи, из Китая, в общем, с разных стран. Я приехала вообще из Сибири, из Тюмени. Поэтому, когда первый раз увидела море, была потрясена. И когда
второй раз оказалась здесь, вот в ботаническом саду, потрясена была второй раз. Потому что, во-первых, я учитель географии, я ни разу не видела настоящий эвкалипт. Дальше, вот эта липа, 300 лет с лишним, реликтовое растение, то есть оставшееся с доледникового периода, это вообще меня потрясло. Я вообще в восторге. Приеду обязательно еще раз. На таком маленьком вроде бы участке, да, где видно машины, то все равно окажешься на природе. И такое разнообразие растений. И у нас сын живет в Австралии, и мы даже сфотографировались вот в бамбуковом лесу. Нет, там, да. И вот. лен новозеландский, то есть поразило, что даже, да. получается, из такого крайней точки нашей планеты Очень большое разнообразие растет растений, здесь. да. Но, если честно говоря, мы были во многих уже ботанических садах в Сочи, вот в Крыму были, да, Никитский. Не хуже, отлично. Очень хорошо подобраны все растения, идешь и поражаешься. Мы довольны. Музей естественной истории под открытым небом в этом году посетили свыше 15 тысяч человек. Это в 2 раза больше, чем в 2019 году. Посетители в основном отдыхающие из города Сухум, ну, и из Пицунды тоже в неделю 2 раза посещают. Это вторник и пятницу. Мы для них организовываем экскурсии. Экскурсии проводятся на высоком уровне. Экскурсии проводят ученые нашего ботанического института. Помимо гостей республики, это чудесное место посещают и будущие мастера кисти. Студент 2-го курса Александр Гогуа учится в АГУ на факультете изобразительного искусства. Летом у него практика. Последние 3 дня Александр и его однокурсники творят в ботаническом саду. В основном мы делаем наброски. В основном работаем карандашом и акварелью. На самом деле очень классно. Мне очень нравится. Это набросок с ангиной, это такой материал, и вот карандашом. Вот я рисовал вот в издании и теперь. Одна тропинка ведет по тенистой бамбуковой аллее к 300-летней липе, другая – к пышным гортензиям. Вокруг сосновые и пальмовые деревья. Однако и вредителей, наносящих ущерб растениям, здесь немало. Появились болезни, вот из-за этого деревья сохнут, особенно сосновые. А большая опасность по сохранению семейства пальмовых. Тоже мы в этом году лечили 2 раза, но есть опасность. Я считаю, что надо создать специализированную бригаду. Мы не располагаем техникой. Пальмы очень высокие, и для лечения надо иметь спецтехнику. Правда, это очень дорогостоящая, потому что вышка стоит больше 1 000 000 рублей. Тракторы для лечения с прицепом тоже около 1 000 000. Ну, мы надеемся на помощь спонсоров. Недавний ураган тоже нанес растениям колоссальный урон. Около 12 редчайших видов деревьев, которые были завезены из Японии, Индии и Австралии, погибли. Особенно пострадали сосновые. Они длинные, такие остистые, такие очень ценнейшие. Они представляли у нас в единственном экземпляре. Обладали особой красотой. Посетители восхищались красотой этих растений. Сегодня мы лишены. Конечно, мы постараемся их восстановить, достанем семена, будем размножать, но это требует уже времени. Сухумский обезьяний питомник также в числе объектов, часто посещаемых туристами. Только за июль месяц его посетили 4177 взрослых и 979 детей. Туристический сезон здесь начался 1 января. За новогодние праздники более 900 человек побывали в приматологическом центре, где обитает более 600 видов различных обезьян. В усиленном режиме питомник начал работать в мае. По сравнению с 2019 годом в этом сезоне посетителей в 2 раза больше – 16 180 человек. В этом году нас радует такая статистика, что больше, чем организованных групп, у нас просто посетители, туристы, которые, ну, в кавычках мы называем дикарями, которые самостоятельно посещают наш центр. Организованные группы, к сожалению, не все, и это я подчеркиваю уже не первый год и говорю, посещают наш центр. Многие фирмы и многие их кассиры, которые вот записывают людей в туристические поездки,
такую антирекламу нам делают. Говорят, зачем вам нужен питомник, там некрасиво, там грязно. Но люди, которые посещают, они оставляют нам очень положительные отзывы. Говорят, все, что это писали, все это неправда. Все, что нам говорили, это неправда. У нас сегодня, мы можем подчеркнуть и сказать, мы в такое тяжелое время, мы приобрели новый вид обезьян. У нас 9-й вид – лемуры. Это очень дорогостоящие обезьяны. Но наша администрация сумела сделать так, чтобы мы обменяли и приобрели этот вид для того, чтобы посещаемость сегодня была высокая и цены минимальные. 250 рублей взрослый, детский 50 рублей. Руководство центра и сотрудники прилагают немалые усилия, чтобы содержать питомник в надлежащем виде. Однако дорога в НИИПИТ нуждается в капитальном ремонте. Многие, когда видят состояние дороги, особенно вот туристические фирмы, они сюда своих туристов не присылают. И, безусловно, это и сказывается на нашей статистике, на нашем бюджете. Ждем и надеемся, что дорогу приведут в порядок. Среди гостей питомника немало детей, которые с любопытством рассматривают и угощают животных. Мне понравилось больше всего лемуры. Они веселые, сидят и даже не хотят кушать, потому что их только привезли, они хотят обустроиться. Бесплатные эти экскурсии рассказывают о питомцах своих, какие у них повадки, что едят, как кормить их, что тут происходит вообще в институте. Вы довольны? Очень доволен, достаточно так. Многое изменилось в хорошую сторону. В зоопарке тоже второй раз. Вот привез уже своего маленького сынишку. Тогда дочку привозил. Вот сейчас сынишку. Вот я думаю, что не последний раз, что сюда приедем и посетим все места ваши. Сухумский обезьяний питомник и ботанический сад – наиболее известные достопримечательности столицы. Если вы находитесь в самом сердце Абхазии, не упустите возможность посетить их. Сария Кварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Наш следующий репортаж еще об одном востребованном направлении отдыха и не только. В Абхазии насчитывается около 30 источников. 2 из них расположены в селе Кындыга-Чемчирского района. Это горячие источники хлоридной, кальциевой, натриевой, минеральной воды. Здесь можно не только приятно отдохнуть, но и поправить здоровье. Репортаж Эсмы Гуланце. Кындыгский термальный источник – уникальный природный комплекс с минеральной водой и целебными грязями. Источник в селе обнаружили случайно. В 1970-х годах советские специалисты искали в этих местах нефть. Но вместо черного золота из недр земли неожиданно забил кипяток. Долгие годы вода просто выливалась на поверхность. И только в 2007 году здесь начали обустраивать оздоровительный комплекс. Сегодня Кындыгский источник – излюбленное место отдыха гостей и жителей республики. На источнике были под струей. Шарко. Грязью измазались. Все хорошо, очень и нравится. Холодные бочки были. И в горячем бассейне, все везде. Очень красиво, нравится очень нам все здесь. Мы приехали из Москвы, да, давно. Давно отдыхаете, да? Да, с 12 июля. Как вам отдых в Абхазии? Хороший, питание очень хорошее, люди дружелюбные, так что все хорошо. Минеральные ванны благотворно влияют на организм и исцеляют различные недуги. Это в основном болезни опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Источники зарождаются глубоко под землей. Вода проходит через слои геологических пород, обогащаясь полезными веществами. Как ощущения? Замечательно. Водичка холодная или теплая? Очень холодная. Это как раз хороший контраст такой. После первого бассейна и вот сюда. Долго остывает. Вы по рекомендации приехали сюда? Нет, туристическая. Просто сюда попали. Очень замечательно здесь, классно. А это сам источник, гейзер Кындык. Фонтан кипятка бьет прямо из-под земли. Температура воды здесь достигает 100 градусов. Затем вода стекает в резервуар, постепенно охлаждаясь до 45 градусов. Оттуда по желобам подается на площадку для купаний. Не секрет, что вода – лучший природный массажист и применяется в мировой медицине для лечения многих заболеваний. Здесь же находится источник лечебной грязи. Ее состав, как и термальную воду, обогащает сероводород. Мы приехали, получается, из Челябинской области, из города Южноуральска. Как сюда попали, на источники? Мы своим ходом добрались на своей машине. Услышали от кого-то по рекомендации, да? Да, нам на городском пляже, получается, подсказали, что посетить обязательно это место. Всей семьей приехали первый раз, очень нравится у вас здесь. Очень хорошая природа, красиво все, впечатлило все.
планируем еще раз посетить. Спасибо гостеприимной Абхазии. Все такие доброжелательные люди, хорошие. В интернете начитаемся, всякое пишут, пугают. Все приедем, не нарадуемся. Приедем такие хорошие, доброжелательные, все подскажут, накормят вкусно. Грязью вот мы первый раз пришли обмазаться. Приехали с Урала, давайте скажем. Передаем привет, славный город Пермь. В селе Кындых есть еще один горячий источник. Он был открыт больше 5 лет назад. Обустроен комплекс аналогично. Также стекают струи, оборудованы бассейны. Температура воды колеблется от 20 до 40 градусов. Есть 4 бассейна. Все 4 бассейна разной глубины, разной температуры. Первый, он там самый горячий. Чем ниже, тем слабее температура. А в них как нужно окунаться по очереди? Да, в каждом бассейне купаться можно только 15-20 минут. Потом надо выходить. 10 минут перерыва, а потом обратно заходить. Место работает с 2014 года официально. Здесь практически ничего не было. Сделано все своими руками. Кындыхские источники – уникальное место. Здесь у людей есть возможность испытать целебные свойства природы. При этом всем любителям горячих процедур не стоит забывать о противопоказаниях. И прежде чем окунаться в источник, проконсультироваться с врачом. Эсма Гуладзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Международный фестиваль баскетбола «Трижды три» пройдет в городе Пицунда с 23 по 30 июля на специальном баскетбольном стадионе, расположенном на территории пансионата «Литфонд». Организатором выступает Росатом, Центр современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту и Федерация баскетбола Абхазии. В рамках фестиваля пройдет 2 турнира. Кубок по баскетболу среди школьников Гагарского района и среди мужских команд Абхазии. Посвященные памяти Сергея Багапш, учебно-методические семинары, мастер-классы с детьми по баскетболу, которые проведут тренеры центра и мастера спорта России. Распоряжением Кабинета министров Абхазии вторник, 20 июля, объявлен праздничным нерабочим днем Курбан-Нöха. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, 20 июля в Абхазии ожидается малооблачная, удушливо жаркая погода, высокий уровень ультрафиолетового излучения. Температура воздуха ночью плюс 20-25, днем плюс 30-35, температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.